Все, что сегодня мое, сердце Божие носит, дальше нас не покидает. О, святое сердце Бога, нас не вместе ноги, ночи слышишь ласку много, Люся, ведь твой прославляет. Небо меча ты разносит, и не дай здоровья снится, сердцем камнями приносит, ласки Божией крепится. Путью Иисус с нами, сяй нам сердцем раями, сяй своей любовью солнца, нам у вечности Господа. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Анна Забарні. Свята Імша у вігілію урочисності святих апостолів Петра і Павла. Гэтую святую Імшу ахвярую ва всіх інтенціях, які були прочитані перед святою Імшою. Перапросім Бога за наши грехи, каб мы годно могли скласти гэтую найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я великий, думкою, словом, учинком и заметками. Моя вина, моя имя великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Пану мою, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Людям доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твою. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Отец и Отец Иисус Христе, Пане Боже, Баран Божий, Сыне Отца, я Тебя вечно святым ради свету, смилуйся над нами, я Тебя вечно святым ради свету, прими моление наше, я не святишка поручайся, смилуйся над нами.
najwyższym Jezu Chryste, Słucham świętym uchwaleniem Ojca. Amen. Молимся. Пане наш Боже, през святых апостолов Петра и Павла, Ты дал своему костелу грунтовные основы веры, през их заступництва да помаже нам и приведи нас до вечного спавления. През Хана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и с Тобою живи и благодать, у едности Духа Святого, Бог през все веки вечные. Читание книги Дел апостолов. В те дни Петр и Ян шли в святыню на молитву о 9 године. И был там человек кульгавого народжения, якого носили и садили штодня коля брами святыни, что звалося Пригожий. Капьон просил милостину у тих, хто виходив у святыню. И он побачив Петра и Яна, які збиралися увести у святыню, и попросил у них милости. Петр с Яном зернули на его и сказали: «Погляди на нас». И он поглядел на них, сподівшися что-нибудь отнимать. Петр сказал: «Сребра и золота не маю, але что маю, то и даю тебе. У имя Иисуса Христа з Назарету устань и ходи». И взял его за правую руку и поднял его, и одразу умацовались ноги его и ступни. Ускочив, устав і почав ходити, і вошов зиму у святиню, ходячи, подскокуючи і славячи Бога. Усі люди бачили, як він ходив і славив Бога. І познали його, що це був той самий, який сидів коли Пригожий правий в святині діля милості, і наповнилися жахом і здивлением от того, що сталося з ним. Це Слово Боже. Дякую вам, Богу. По всей земле расходится их голос. По всей земле расходится их голос. Небес вещает славу Божию, расправу его распасные воски. Его порядание слава, ночь открывание веры. По всей земле расходится их голос. Няма мовы и няма слов, лишь чуется их голос. По всей земле расходится их дух, и помешался светом славы их мира. Для солнца там шатер увидит. По всей земле расходится их голос. Читание послания святого апостола Павла до Галатам. Браты, открываю вам, что Евангелие, какое я обещал, не от человека. Вот и я принял его и был научен не от человека, а дякуючи объявлению Иисуса Христа. Вы чули про мое ранейшее життя в юдаизме, як жорстко я переследовал костел Божий и нищий его, як превращал в юдаизме многих одногодков из моего народа, будучи занадто затятым прихильником традиций моих предков. Коли ж Бог, выбравший меня от уломной мати моей и покликавший ласкою своею, ожидал объявить през меня своего сына, как я проповедовал его язычникам, я не почав одразу жраяться с телом и кровью, и не пошел в Иерусалим до апостолов, які были моими попередниками, а пошел в Арабию, и снова вернулся в Дамаск. Після простих годин
я пайшоў у Єрусалим наведаць Кефаса і прабыў у яго 15 дзён. Іншых з апосталаў я не бачыў нікога, акрамя Якова, брата Павла. У тым, што я пішу вам, Бог мне сведка, няма ману. Гэта Слова Божие. Дякую Пану Богу. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. Калі ж Jesús з'явіўся перед своими учнями и поснедал с ними, сказал Симону Петру: «Симоне, сын Яна, ти любишь ты меня больше, чем яны?» Той отказал ему: «Так, Пане, ты ведаешь, что я люблю тебя». Jesús каже ему: «Паси ягнят моих». Знов каже ему другий раз: «Симоне, сын Яна, ти любишь ты меня?» И он отказал: «Так, Пане, ты ведаешь, что я люблю тебя». Jesús каже ему: «Паси овечек моих». И каже ему третий раз: «Симоне, сын Яна, ти любишь ты меня?» Петр засмутился, что третий раз спытался у его: «Ти любишь ты меня?» И сказал: «Пане, ты все ведаешь, ты ведаешь, что я люблю тебя». Jesús каже ему: «Паси овечек моих». Сапраўды кажу табе, калі ты быў маладзейшым, то падпяразваўся сам і хадзіў, куды хацеў. Калі ж заставішся, то выцягнеш рукі свае, і іншы падпяража і павядзе, куды не хочаш. А гаварыў так, каб зазначыць, якой смерцю той уславіць Бога. І пасля гэтых слоў кажа яму: «Ідзі за мной». Гэта слова Пана. Сідайце. Добра, што ў апошні момант паглядзеў у каляндар літургічны і ўбачыў, што сённяшняя вечаровая святая мша з вігіліем вялікіх апосталаў Петра і Павла. І поэтому і Євангеліє трошку іншае чытаў, але на гэта таксама штосьці скажу. Сёння мы бачым у Євангеліі асаблівую лекцыю Петра, які ўжо перайшоў шмат выпрабаванняў, які сапраўды паверыў і цяпер размаўляе з уваскослым Jesúsом Христом. І гэта асаблівая размова, бо мы чуем гэты дыялог і тры пытанні, якія Jesús задае: «Ці ты любіш мяне?» Асаблівае пытанне, якое трэба не раз паўтараць і ў служанстве, і можа і 3 разы, і 10, але оно патрэбнае. І не трэба, як гэта Пётр засмуціўся за 3-м разам, але трэба з радасцю адказваць на гэтае пытанне. Бо ў кожны момант нашага жыцця мы павінны сапраўды любіць Пана Бога. І нездарма сённяшняе Євангеліе нам гаворыць аб найважнейшым і прыпамінае нам запаведь любові і тую важнасць, якая любоў павінна быць на першым месцы. Бо калі прыпомнім запаведь любові, то там ёсць Бог на першым месцы. І мы кажам: «Любі Бога свайго усім сэрцам, усім розумам і ўсёй душою сваёй». І сапраўды, гэта наймацнейшае слово. Бо калі мы будзем любіць Пана Бога ўсім сэрцам, то таксама будзем адносіцца і да іншых. Канешне,
Можна сказати завсёды, що я слабий, я грешний, і завсёды недосконалий, та гэта учинить. Але ми увесь час узрастаємо в святості. Ми імкнемося до досконалості, і поэтому треба ще дозволити Пану Богу, как Він більше здійсняв нас. Бо коли будемо любити Пана Бога, то справді будемо Йому довіряти усі справи, які маємо. Коли будемо Йому довіряти, то ми дозволимо, як Він керував нашим життям. Бо ми любимо Його, як діти нашого Небесного Отця. Коли ми любимо Пана Бога усім серцем, то так само, як це є з Стефаними особами. Без Його жити не може. І так само ми з Паном Богом. Ми готові завжди прийти на молитву, завжди бути, Він завжди є в наших думках. Але треба справді любити усім серцем. І сьогодні Петр так само у Євангелії почув так само те, що його чекає. Вираз найбільшої любові, яку може просто віддати чоловік Пану Богу. А менавіта гэта мученіцкая смерць, смерць за веру. І Jesús каже, калі ты быў маладзейшы, то падпяразваўся сам і хадзіў, куды хацеў. Калі ж застарышся, то выцягнеш рукі свае, і іншы падпяража і павядзе, куды не хочаш. Так, гэта асаблівы дар. І гэты асаблівы дар са свайго жыцця за веру склали апостолы Петр и Павел. Але мы ведаем, что зерням, укинутые в землю, приносит плен. И поэтому мы так само повинны приносить плен нашими думками, нашими словами и нашими учинками, любячи и доверяючи Пану Богу все наше життя. З радостью, святкуючи урочисто святых апостолов Петра и Павла, вознесем до Бога наши просьбы за престол и свет. Молимся за всех христиан, как ніякі земные выводы не смогли их отвести от веры. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как он непохитно боронил веру и запалил в людских сердцах любовь до Христа. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за всех вызнавцев Христа, как узрастающую у любови до Бога, и они имкнулись до полной едности в правде. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся во всех интенциях, у яких отправляется святая Миша, просячи заступництва святого Архангела Михаила. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутних, как мы своим життем подтверждали веру, якую вызнаем в устном. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Боже, прими наши молитвы и учини, как про заступництво святых Петра и Павла Твой костел узрастал в правдивой вере, праз Христа Пана нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу являву, принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру рук Твоїх,
на прославление и хвалу Тебя Своего, от самого нам и всему костюму Святому. Милосердие Божие мы приносим на Твой алтарь хлябные дары, во урочистость святых апостолов Петра и Павла. И хоть не маем особистых заслугам, сподеемся, что Ты нас бавишь про свою милосердность, про Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим, Угору серце, сносим их до Пана, подякуем Пану Богу нашему. годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Тебе складалі падзяку, Пане Святы Ойче Усімагутны вечны Боже. Ты дазваляеш нам з радасцю аддаваць пашану святым апостолам Петру і Павлу. Пётр першым вызнаў веру ў Хрыста і сыноў Ізраіля, якія навярнуліся, заснаваў першы касцёл. Павел атрымаў ласку яснага разумення правдаў веры і стаў настаўнікам паганскіх народаў. Яны, хоць і розныя чына, сабралі ў адну сям'ю вызнаўцаў Хрыста і, злучаныя ў нябеснай хвале, разам прымаюць пашану на зямлі. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 от Бога всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоя, Господа вышиня, благословленный Твой, кто приходит у меня, Пана, Господа вышиня. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца усялякай святосці. Таму просім Цябе, освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавета, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещай смерть свою во небесу, признаем Твое воскресение, и шагаем Твоего присягания. Вспоминаючи смерть из мертвых по устанию Твоего Сына, оферуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих спасения, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тобе. Покорно молим Тебе, как усих нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеян по всем свете. Удосконаля Бог любовь разом с Папом нашим Франтишком, Біскупом нашим Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія пасловіў надзею на воскрешение, и про всех, кто в Твоей ласце дошел с этого свету, и дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усими нами, как мы заслужили удел в житті вечном, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евградником, со святыми апостолами и всеми святыми,
які справедливо подобались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и укрылися, Тобі, Боже Ойче, всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, през усе веки вечная. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заковал нас от зла. Святися ім'я Твоє, прийди благодатство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так и на землі. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватых наших, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусюды вольны от греху и закованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти избавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и милость и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на вину костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить ему супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсегда будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословенные, покликанные на вечеру Его. Как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена. Тело Христа.
Молимся, ласкавый Боже, покорно Тебе проси, завсёды умасовывай небесным посилкам Твоих верных, яких Ты святил наукой апостола, раз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михаил, Держи нас у славе, будь нам обороною, супроть покусы и пастырь Слова Духа. Покорно просить, яко нищества Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и инших злых духов, якие нас Богу душу рассветят. Аминь.
нами, серця Ісуса, виявивши стане у насінню милості, змилуйся над нами, серця Ісуса, виявивши повнота Божа, змилуйся над нами, серця Ісуса, уподобання Христа, змилуйся над нами, серця Ісуса, споконвіка Бога всіх отриманий, змилуйся над нами, серця Ісуса, вічних лишення, змилуйся над нами, серця Ісуса, терпіває милосердності, змилуйся над нами, серця Ісуса, що віря всіх людей з'являється, змилуйся над нами, серця Ісуса, прийняття життя і святості, змилуйся над нами, серця Ісуса, милостиві заради нашого, змилуйся над нами, серця Ісуса, наповнена єстявами, змилуйся над нами, серця Ісуса, божественні нашими служаними, змилуйся над нами, серця Ісуса, послухняная жура смерти, змилуйся над нами, серця Ісуса, тихая Марія, змилуйся над нами, серця Ісуса, Христосяного утешення, змилуйся над нами, серця Ісуса, чистое воскрешение наше, змилуйся над нами, серця Ісуса, спокойное знание наше, змилуйся над нами, серця Ісуса, живая вера сохрани нашего, змилуйся над нами, серця Ісуса, спокійний хто на всякий сподобається, змилуйся над нами, серця Ісуса, надія хто не відповідає, змилуйся над нами, серця Ісуса, радуючи святих, змилуйся над нами, Господу Божий, який явиш на святі грахи світу, змилуй над нами, Господу Божий, який явиш на святі грахи світу, вислухай нас, Пане, Господу Божий, який явиш на святі грахи світу, змилуйся над нами. Єзусі, твій покорне серця, Ушли сердце наше от Твоего покорности. молимся. У всемогутне Боже, глянь на серце наимилейшего Сына Своего, на хвалу, як веру, яку Он складає Тобі за нас грешні. Змилуйся над тими, хто просить з Твоєї милосердності, і даруй йому ім'я Сина Своего Ісуса Христа, який з Тобою живі і владарець на віки вічні. О Єзу немилейше, Откупителя роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтаря. Мы Твоя властность и Твоя надежда Божия.
Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, як ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведають Тебе, многие відвернулися від Тебе, погарджаючи заповідями Твоїми. Змилуйся над одними і другими, о Єзу найласкавіший, і притули усіх до святого серця Своєго. Володаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. И не сгинули от старших и Бога. Будь володаром для тих, хто помилково через незгоду отлучився від Тебе. Приведи их до пристанку правды и единства веры, как хутко настало одноучание и один пастырь. Одари костюм Твой беспечной свободы, дай всем народам супокой и сгоду. Учини, как на всей земле от края до краю один сносился голос. Хвала Божьему сердцу, раз якое пришло для нас спасение. Ему хвала и пошла на веки. Аминь. Святый Боже. Святый Боже, святый Господи, святый святый, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый святый, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый святый, смилуйся над нами. Пожалуй, заразы, похорони нас, Боже, от такой связанной смерти, стержи нас, Боже. Мы грешные за Него просим, выслухай нас, Боже. Пане Єзу, укритий в найсвятейшем сакраменті, доручаем заступництвом святого Архангела Михаила все наши просьбы, Ты интенции, и в яких была отправлена святая Иша, просим об супокое и свете особливым чином на Украине. Просим, будь милосердны до всех нас. Кирия Лейса. Христе, Лейса, Христа, почуй нас. Христе, выслухай нас. Отец неба Божия, Смилуйся над нами. Сын Откупитель Святый Божий, Смилуйся над нами. Духу Святый Божий, Смилуйся над нами. Святая Троица Единая Божия, Смилуйся над нами. Святая Мария, Королева Ангелов, Молись за нас. Святый Архангел Михаил, Молись за нас. Святый Михаил, Славутый князю, Молись за нас. Святый Михаил, мужного по борьбе, Молись за нас. Святый Михаил, переможца сатаны, Молись за нас. Святый Михаил, гроза злых духов, Молись за нас. Святый Михаил, проводыр войска небесного, Молись за нас. Святый Михаил, предвестник Божьей хвалы, Молись за нас. Святый Михаил, радость Йолов, Молись за нас. Святый Михаил, гонор неба, Молись за нас. Святый Михаил, який представляє найдушейшему наші просьби, Молись за нас. Святый Михаил, оборонца душ справедливых, Молись за нас. Святый Михаил, посланник Божий, Молись за нас. Святый Михаил, проводник нашей молитве, Молись за нас. Святый Михаил, крепость люду Божия, Молись за нас. Святый Михаил, оборонца и опекуни Христова, Молись за нас. Святый Михаил, доброчинца народов, які Тебе прославляють, Молись за нас. Святый Михаил, заступник избавления, Молись за нас. Святый Михаил, наш щит от спокусов, Молись за нас. Святый Михаил, ангеле спокою, Молись за нас. Святый Михаил, проводник душу до вечного светла, Молись за нас. Святый Михаил, сверхник умилия, Молись за нас.
Баранку Божий, Тебя режь на себе грехи свету. Даруй нам, Пане. Баранку Божий, Тебя режь на себе грехи свету. Визволь нас, Пане. Баранку Божий, Тебя режь на себе грехи свету. Милуйся, Пане. Молися за нас, святый Архангел Михаил. Как вставися мы подвиги обрезания Христовы. Молимся у всемогутной вечной Божией и святого Архангела Михаила, установив оборонцев костюма и сверхником раю, проси ему заступництво дары крестов счастья и спокоя, а нас лаской житті и хвалою вечности, прос Христа Пана нашего. Святый Архангел Михайле, князю войськов Ангельських, прийди на допомогу людям, яким погрожає сила тьми. Яны ж были створені на подобенство Божие, откупленные праз життя, смерть и с мертвых повстання Иисуса Христа, Сына Божьего, призначенные на святыню Божию, как пробывал в них Дух Святый. У Тебе, святый Михаил, костел мая своего оборонцу и опекуна. Ты ведешь избавленных до небесного счастья. Проси Бога об супокои, как не дозволил тримать людей у неволі и шкодить костелу. Нехай беззагадная Панна, обранутая у солнце королева анелов, през Тебе струшит голову Антихристу и оборонит своих земных детей от его ворожего впливу. Святый Архангел Михаил, оборонца хвалы наивысшейшего, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердность. Бережи нас у змаганні, супроть спокуси и пастырь злого духа, будь нам обороной. Князю войска небесного, моцей Божий скинь у пекло сатану и інших злых духов, які на злу будуть снують по свете. Посприяй, как мы праз усю вечность были верными Твоему заклику, кто ж то не Бог. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам вспомнить свои муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсегда чували в сотворенном Твоего откупления, и як живешь и владаешь с Богом Отцом, у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Аминь. Наш небесный,
всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш невестный тестамент. Святой Богородный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш невестный тестамент. Заступник святый наш Михаил, молитвы Бога вознеси, родной память Ему сохрани, Божию Божий снова раскрой. Заступник святый наш Михаил, молитвы Бога вознеси, родной память Ему сохрани, Божию Божий снова раскрой. Заступник святый